Тема нашего урока – миграция населения в Казахстане. Цель нашего урока – объяснять направления, причины и следствия миграции населения. На основе анализа миграционных процессов в Казахстане определять основные направления миграции. Отходя от цели нашего урока, у нас образуется вопрос, что такое миграция населения? Миграция населения – это переселение людей из одних районов проживания в другие. На численность населения определенной территории существенное влияние может оказывать миграция. Это перемещение людей, связанное с переменой постоянного жительства. При миграции всегда существует результат. А что такое результат? Это увеличивание численности населения и уменьшение численности населения. Результат может быть естественным приростом и механическим приростом. И отходя от этого образуется вопрос, что такое естественный прирост. Естественный прирост – это превышение рождаемости над смертностью, то есть разница между количеством родившихся и умерших за период времени. Это основа роста численности населения. Естественный прирост населения служит наиболее общей характеристикой интенсивности роста населения. Измеряется обычно коэффициентом естественного прироста населения. Он может быть как положительным в странах с высокой рождаемостью, так же и отрицательным в слабо развитых странах мира. Естественным прирост как разницу между рождаемостью, это количество рожденных людей, и смертностью, количество умерших людей, измеряется коэффициентом в промилле, который соответствует 1/1000 доли или 1/10 доли процента. Что такое механический прирост? Чтобы оценить результаты миграционного передвижения на определенной территории, рассчитывается миграционный или же механический прирост. Он является розностью между числом людей, прибывших на данную территорию, и числом выбывших из нее в определенный срок. Этот показатель может быть как положительным, так и отрицательным. Также на это влияет развитость страны или же территории. Как вы видите, миграция по направлениям делится на 4. Основными признаками квалификации миграционных потоков являются направления миграции, степень ее организации, причины, временные признаки. Причины также мы называем как мотивы. По направлениям потоков различается на внешнюю и внутреннюю миграцию. Внешняя миграция бывает разной. Разница между численностью мигрантов и эмигрантов называется миграционное сальдо или же механический прирост и не способствует влиянию на численность населения страны. Внутренняя миграция – это миграционные процессы, происходящие внутри страны. Если жители одной области переселяются в другую местность внутри нее, то они участвуют в внутриобластных миграциях. При переездах за пределы области образуется межобластная миграционная политика. Если же люди из одного экономического района переезжают в другой крупный макрорайон, то географы относят этот процесс к межрайонной миграции. При переездах жители могут менять тип населенного пункта или же могут переехать в аналогичный. В одних случаях государства сами стимулируют внутреннюю миграцию и создают благоприятные условия для этого, чтобы люди выехали в другой регион страны. Это делается для освоения новых территорий, природных богатств, строительства, производственных комплексов, решения проблемы дефицита рабочей силы. В таких случаях речь идет об организованной миграции. Если же граждане сами решают переехать в другой район или же в другое место без участия государства, то речь идет об неорганизованной или же индивидуальной миграции. В зависимости от самостоятельности принимаемого решения о переезде на новое место жительства, миграция бывает добровольной или же принудительной. По времени перемещения миграция разделяется на безвозвратную, то есть окончательная перемена места жительства, временная, переезд на длительный, но определенный срок, и маятниковая, переезд на длительный, но регулярный передвижение населения из одного населенного пункта в другой на работу, учебу и обратно.
Причины, мотивы миграции могут быть разные. Ученые выделяют следующие группы мотивов. Социально-экономические, политические, военные, природно-климатические и личные мотивы, или же семейно-бытовые. Социально-экономические мотивы – это поиск работы, свободных сельскохозяйственных земель, перемена образа жизни. Политические – переезды, связанные с политическими, религиозными, расовыми, социальными притеснениями. Военные – эвакуация, реэвакуация, депортация. Природно-климатические – это стремление жить в комфортной и безопасной природной среде. Личные или же семейно-бытовые мотивы – желание жить в чужой стране, стремление к внутренней свободе, самореализации и получению удовольствия. Хочу вашему вниманию представить численность населения на 1 июня 2021 года. Здесь указано количество мужчин и женщин в процентах. То есть мы видим то, что преобладает количество женщин. Они составляют 51,5%. Мужчины составляют 48,5%. Также указано и сельское население, и городское население. Преобладает городское население, это 59,2%. Также и не отстает сельское население, это 40,8%. Структура миграции населения в Казахстане с 2000 по 2021 годах. Миграция внутренней области составляет 33%, между областями 26%. Иммиграция в Казахстане составляет 12%, и эмиграция это 29%. Бюро национальной статистики подсчитало численность населения Казахстана на 1 мая 2021 года. Общая численность населения страны достигла 18 миллионов 962 тысячи 892 человека. При этом на начало года в Казахстане насчитывалось 18 миллионов 879 тысяч 552 жителя. Первое место по численности населения по регионам занимает Алматинская область. В ней проживают 2 миллиона 86 тысяч 387 человек. Второе место. Количество жителей Туркестанской области насчитывается 2 миллиона 52 тысячи 484 человека. Также нужно отметить, что в Карагандинской области население составляет 1 миллион 376 тысяч 101 жителей. По Алматы, по данным 1 мая 2021 года, проживает 1 миллион 993 тысячи 67 человек. В Восточно-Казахстанской области насчитывается 1 миллион 362 тысячи 583 человека. Отметим, что численность населения Нур-Султана за 4 месяца повысилась на 14 672 человека. Здесь следует отметить, что по Казахстану до этого времени насчитывался только один миллионер-город. Это Алмата. Итак, ребята, чтобы закрепить тему сегодняшнего нашего урока, я вам предлагаю выполнить следующее задание. Заходите в Learning Apps по следующей ссылке и выполняйте это задание. Задание таково. Установите соответствие между понятиями и его определением. На все это я вам даю минуты 2.
Давайте теперь вместе с вами проверим выполненное задание. Что такое естественный прирост? Это разница между рождаемостью и смертностью. Что такое миграция? Миграция – это механическое движение населения. Что такое демографический кризис? Это резкое снижение численности населения. Что такое депопуляция? Депопуляция – это отрицательный естественный прирост. Что такое демография? Это наука, изучающая население, его численность, состав и размещение. Что такое воспроизводство? Воспроизводство – это процесс непрерывной смены поколений. Что такое демографическая революция? Это переход от одного типа воспроизводства к другому. Итак, для закрепления темы предлагаю вам выполнить задание номер 2. Внимательно прослушайте и прочитайте текст. Ансар получил долгожданную премию и решил отправиться из Алматы на озеро Балхаш в отпуск. Купив билет, заскочил к Сергею поделиться радостью и вдруг узнал, что тот переехал из Казахстана на постоянное место жительства в США. Прабабушка Сергея была очень недовольна. Сама-то она в годы войны с фашистами была угнана в Германию, а затем возвратилась на родину после победы. Ансар понял, что не застал друга, и побежал делиться радостью к сестре Наташке. Но сестры тоже дома не оказалось. Она заключила контракт и уехала на 2 недели в Атырау контролировать нефтедобычу в Западном Казахстане. Зато встретил свою тетю, которая раньше жила в Таджикистане, но из-за ухудшения положения русского населения навсегда переехала жить в Казахстан. «Вот это миграции!» – подумал Ансар и отправился собирать чемоданы. Теперь задание. Определите, какой вид миграции совершает каждый участник истории. Я думаю, что после изучения темы у вас не будет проблем с определением видов миграции персонажей данного текста. Ансар – это временная, то есть сезонная миграция. Сергей – иммигрант. Прабабушка Сергея – это репатриация, то есть возвращение на родину. Наталья – это временная, вахтовая миграция. Тетя Ансара – реэмиграция. Итак, надеюсь, что урок вам был понятен. Спасибо за внимание.